Добрый день. Рад приветствовать вас в штабе городских проектов «Лифт». И сегодня у нас замечательное событие, очень долгожданное, очень желанное. Сегодня у нас в гостях один из лучших писателей настоящей современности. Много говорить не буду, предоставим вам больше времени для вопросов и послушать то, что он скажет. Пожалуйста, приветствуйте, друзья, Захар Прилепин. Ну, это журналисты, что им хлопать. Спасибо вам огромное, я тоже рад вас видеть. Я занимаюсь самыми разными вещами и готов с вами их вкратце обсудить. По основной сфере деятельности, по крайней мере до недавнего времени, я действительно был литератор. Я написал 17 книг, переведенные на более чем 20 языков. Получил все мыслимые в мире премии, кроме Нобелевской. Вот. Кроме всего прочего, я являюсь журналистом, владею 2 СМИ, управляю, телеведущим, снимаюсь в кино, то есть актером. И вот последний год я, собственно, напрямую занимаюсь делами Донецкой Народной Республики и Донбасса в целом, являюсь советником главы ДНР Александра Захарченко, а последние полгода являюсь военнослужащим армии ДНР. Ну, собственно, по большому счету, именно это, прямо скажу, меня привело к вам в ваш замечательный город, потому что слева и справа от меня сидят мои новые товарищи и, надеюсь, коллеги и соратники в деле гуманитарном, потому что вот 3 года я уже занимаюсь гуманитарной деятельностью в связи с событиями на Донбассе общеизвестными. И вот тут со мной связались ваши, как это называется, земляки. Станислав Клюев, уже напряглись, ребят, подумали, как это называется, земляки. Станислав Клюев и Сергей Ершов, благотворительный фонд F1. Вот, и мы совместно придумали и придумываем, и надеемся, что у нас получится ряд проектов, связанных с такой широкой сферой разнообразной гуманитарной деятельности для Донбасса. Они уже ей до меня занимались. И вместе у нас получится еще больше. Да, все верно. Вот, и тут мы только что, так получилось, что мы появились здесь, и я познакомился с иеромонахом Закхеем, настоятелем Свято-Троицкого храма, который собирается тут монастырь открывать. Вот, еще и с ним мы тут же подружились, поэтому я тут по самым широким, в итоге, гуманитарно-религиозно, общечеловеческим вопросам здесь появился. Поэтому, когда вы будете писать свои материалы, пожалуйста, не забывайте о том, что основная причина моего приезда сюда благотворительный фонд F1, и про иеромонаха Закхея тоже не забудьте, он, кстати, где-то здесь, он сам вам все расскажет. Я считаю, что в разнообразной мужской деятельности время должно найтись и возможности для всего. Тот, кто хочет воевать, воюет, а тот, кто хочет идти в мужской монастырь, идет в мужской монастырь. И вот и иеромонах Закхей пришел тоже. А можно и то, и другое, но поочередно. Вот, спасибо вам всем. Это было краткое вступление. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов, и мои товарищи готовы на эти вопросы отвечать. Конечно. Как строится ваше взаимодействие с благотворительным фондом? Как вы собираетесь его поддерживать? А пускай вот Пожалуйста, представляйтесь. да. Информационное агентство «Сусана». Станислав или Сергей сами скажут, как они это видят, а потом я, может быть, добавлю. Но я думаю, что вам лучше рассказать, чем вы занимались до этого, и как вы вообще дошли до жизни такой, почему вот в Ижевске есть люди, которых интересует, волнует и мучает дела донбасские. Вот для меня тоже всегда это большой вопрос и большая радость. Я перемещаюсь по всей стране. Я вот в последнее время стал, ну не то что реже, а радикально реже стал гастролировать и выезжаю только в том случае в какие-то города, если мне предлагают там ту или иную помощь для людей на Донбассе. И вот я был в Мурманске, и там огромное количество людей, которых это волнует. Я думаю, Мурманск, где Мурманск и где Донецк? А потом там, Владивосток, Южно-Сахалинск, там, Калининград. В любой конец страны едешь, и вдруг выясняется, что там людей это волнует. Это очень приятно и очень радостно, что вот люди воспринимают чужую беду как свою собственную, мне так кажется, как свою собственную боль. Ну, говорите сами уже. Ну, давайте тогда я вот начну. Вообще идея, так скажем, вот наших гуманитарных поездок в Донецк, их состоялось сейчас на сегодняшний момент 3, была у всех у нас празднована. Да. Естественно, ну, для меня, как скажем, для русского человека, да, и как бы неравнодушного жителя вообще вот России, соседняя страна, Украина, она не просто, там, скажем, какая-то соседняя страна Украины, там, естественно, есть и корни родственные какие-то, и что. Вот, и вот весь этот, скажем, конфликт, который там был,
он для меня, так скажем, был неприемлем с точки зрения того, что где-то, когда, например, там кто-то в Киеве, например, там, захватывал административные здания, там, правительственные учреждения, там, сжигал там Беркут, да, вот, бил Беркут, это нормально, а где, значит, в другом, скажем, тоже та же самая страна, юго-восток Украины, где тоже люди не захватывали ни какие-то там правительственные учреждения, ничего, а просто выразили свое сомнение той власти, которая пришла туда. Это для всех других вот стало не так, как общее какое-то мир, это общепринято, скажем, понятие, которое там сложилось на Украине. Потому что вот. И самое главное, кто вот воюет на Украине, вот именно на юго-востоке. В основном нацбатальоны, не какая-то там действующая там армия, а вот нацбатальоны, которые непонятно как сформировались. Вот. Соответственно, как бы, ну, вот возникло такое желание, скажем, вот со Стасом мы знакомы очень давно, но не общались до этого 20 лет примерно, да, хотя учились вместе в университете. Вот. Но так сложилось, что вот мы встретились, и у него такие же, так скажем, такой же порыв, такое же желание. Стало просто съездить, посмотреть, что там на самом деле происходит. Вот, и, соответственно, как бы вот, решили поехать не пустыми. Был, скажем, приобретен там, за счет, так скажем, собственных каких-то средств, за счет, там, скажем, помощи каких-то там наших знакомых. Собрали там фургон с продуктами и поехали в Донецк. Приехали первый раз в Донецк в мае 2016 года. Вот, по контактам в город Ясиноватое, в храм Петра и Павла. Отец Виталий Бакун, там настоятель этого храма, Стас нашел контакты этого священнослужителя. Вот, на месте увидели, что как страдают мирные люди, что на самом деле тяжелая ситуация в части, так скажем, и поставок каких-то гуманитарных грузов, и вообще, в части, так скажем, медикаментов. Естественно, работы нету. Вот решили помогать. Стас, есть сейчас что добавить? Вот, был Решили помогать, да, и создали для этого фонд, и создали для этих целей вот именно вот юридическое лицо, благотворительный фонд F1. F1, да. Это кнопка, вы всем поясните, да? Да, F1 это кнопка помощи на клавиатуре. А то, кто служил в армии, у них сразу другие ассоциации. Мария Радио, расскажите, пожалуйста, как идет работа по восстановлению храмов на Донбассе? Помогает ли РПЦ в восстановлении и какой градус веры вообще? Ой, ну это не совсем ко мне вопрос. Я могу просто статистику осветить для вас, потому что 73 храма было разрушено на территории ДНР, только Донецкой Народной Республики, в процессе обстрелов вот с той стороны, со стороны ВСУ и нацбатов, так называемых. И я уверяю вас, что ну, какой-то процент минимальный действительно был разрушен вследствие неточного огня, либо вследствие того, что там, возможно, находились силы ополчения, но подавляющее большинство, абсолютно подавляющее большинство храмов, то есть там, более 50 точно расстреляны были, и я многие из них посещал сам, расстреляны были целенаправленно, потому что скрывать не станем, среди вот нацбатов, особенно среди них, очень много ребят с таких квазиязыческих взглядов, которые настроены радикально, неприязненно по отношению к православию. И вот там вот стоит храм, как цветок посреди поля, его видно прекрасно, видно, что там никого нету, просто стоит храм, и вот точно бьют его из танков, пока не сносят. Ну, сами понимаете, если цифра 73, понятно, что это слишком большая цифра для того, чтобы это было случайностью или было там в процессе военных действий. Вот. Взаимоотношения с РПЦ я не знаю, и не в силах, и не вправе освещать, как все это происходит. Я думаю, что на каких-то определенных уровнях контакт этот происходит. Происходят и контакты из ДНР, из ЛНР, из Украинской православной церковью. И я думаю, что это разумно, что церковь не принимает ту или иную сторону, а воспринимает это как братскую войну. Она и есть братская война, и пытается тут не нейтралитет держать, это иначе должно называться, а вот именно выполнять функции примирителя, и это разумно. Да. Известие в Донецкой республике. Вы в самом начале сказали, что было медиатором. Значит ли это, что вы больше не будете писать?
Ну, нет, это не значит этого. Просто сейчас, вот в связи с созданием батальона, одним из командиров которого я являюсь, у меня нет никакого времени на литературную деятельность. И, собственно, ну, вот у меня вот есть 4 детей от одной жены, и когда рождался там первый, второй, третий, четвертый ребенок, первые 3-4 месяца, ну, вообще ни до чего. Все женщины, у кого детки появлялись, они знают, как все это обстоит. Вот, и я постарался с женой все это разделять, а это вот у меня вместо 4 детей появилось несколько сот мужиков, которые тоже хотят, их надо одеть, обуть, экипировать и так далее и тому подобное. Колоссальное количество разнообразных социальных, бытовых и военных и так далее задач, которые взвалились на мои плечи, я сам их на себя взвалил. В целом не очень представляю, какой их масштаб будет, и, конечно же, но прямо говоря, я просто так не поехал бы в Ижевск, даже с литературной встречи. И вот именно то, что вот здесь есть люди, которые готовы мне помогать, я вот именно поэтому сюда и приехал, потому что у меня там выше крыши этих забот. Поэтому, когда дойдет до логического конца моя работа там, может быть, случится какая-то нежданная победа, может быть, еще что-то. Тогда я вернусь, и, конечно же, литература — это та деятельность, где я могу зарабатывать себе на хлеб насущный. Будет, как-то Солженицын говорил, если будем живы, будем писать потом книги. Но сейчас, в ближайшее время, я не занимаюсь и не буду этим заниматься. Я написал 17 книг, и те люди, которые иногда такие скептики появляются там в сети, говорят, ну ты вот писатель, ну ты вот иди вот книжки лучше пиши, что ты там ходишь с пистолетом. Ну, все ли вы прочитали все мои 17 книг, там, господа из сети? Нет, может быть, ни одной даже. Ну, что вас вообще так волнует, чем я занимаюсь? Чем хочу, тем и занимаюсь. Это я не к вам обращаюсь, это я вот к своим оппонентам, которые что-то все время ноют там. Вот, поэтому... Куда их писать, книжек-то много? У Льва Николаевича Толстого 90 томов собрания сочинений. Ну, я даже не уверен, что даже толстоведы, так называемые, исследователи творчества Льва Николаевича Толстого читали все эти 90 томов. Нормально, надо томов 7-8 написать, и хорошо. Вот вы входите в оргкомитет по празднованию столетия революции. В то же время ведете программу на монархическом канале. Нет ли в этом противоречия? Да у меня вообще вся жизнь состоит соткана из противоречий. Я как раз в этом не вижу никаких противоречий, потому что, мне кажется, как раз будущее России, оно состоит в таком, в органичном, хоть и несколько парадоксальном сочетании правых и левых ценностей. Консервативных, традиционных, с одной стороны, а с другой стороны, такого лево-социального толка. Да? И это абсолютно органично. Вот со мной сидит рядом Станислав Клюев, вот, и я, естественно, по ассоциации тоже вспомнил поэта Клюева, который еще в 18 году писал, что есть в Ленине керженский дух. Вот есть, вот это я сейчас в прозе могу пересказать, что вот в ленинских декретах есть звучание этой почвенной Руси, да, вот этого какого-то внутреннего хтонического ее голоса. Да, и потом, когда появились большевики, дикие, ужасные, страшные, неприятные, скажем, до 17 года я был бы скорее сторонником монархии в России. После того, как государь отрекся, я, естественно, пришел бы к большевикам, потому что Россию надо спасать. И это совершенно органичный переход. И Россия стала спасаться, собственно, этими большевиками. Во многом демоническими, во многом страшными, чудовищными, но они опять стали занимать вот эту форму географическую, и культурную, какую угодно, и социальную, и собственно, стали теми же самыми империалистами, традиционалистами и консерваторами в конечном итоге к этому пришли. Поэтому я не вижу в этом никаких парадоксов, в том числе и потому, что я, конечно, на канале «Царьград», где я работаю, я же там просто приходящий работник. У меня есть своя программа, я ее делаю такой, какой я считаю нужным делать свою программу. Меня просто попросил Константин Малафеев, я не знаю, кто он там, в общем, он главный там, он сказал, что Захар, если можно, не приглашай вот отъявленных атеистов. Я говорю, да, ну я, собственно, я их и не знаю в таком количестве, и сам особенно не хотел с ними встречаться. Вот, и вот и все. А все остальные люди, я не очень понимаю, чем взгляды, скажем,
коммуниста Владимира Владимировича Бортко отличаются от взглядов монархиста Никиты Сергеевича Михалкова. По-моему, они вполне взаимозаменяемы. Я не очень понимаю, чем они, в какие противоречия они между друг другом вступают. Причем я люблю и того, и другого, с огромным уважением отношусь. Просто мне кажется, что вот это противоречие между правым и левым в России, оно на глубинном уровне не существует. Оно существует только на уровне вот этих бритоголовых припадочных ребят, которые готовы вместе с буржуазией скакать и требовать там каких-то там иллюзорных европейцев. У нас вот эти вот нацисты, они одновременно и европейцы там, ну, это, как вот происходит это на Майдане произошло это слияние такой квазилиберальной буржуазии и ультранацистов. Так оно и в России тоже имеет шансы произойти. Но это не вопрос про левое и правое, это вопрос про безумцев, идиотов и фарисеев. То есть вы можете сказать, что вы за монархию или нет? Зачем вам нужно меня это слышать? Интересно. Ну нет, у людей, которые за монархию, у них есть какая-то своя система аргументации, которую я вот ее в целом не знаю, я с ней не знаком. Вот сейчас я отсюда уеду в Москву, из Москвы я еду в Донецк. Завтра у меня в Москве запись как раз программы с Константином Малафеевым, я им этот вопрос задам. Пусть он мне объяснит, в чем прикол вот с монархией, потому что мне это, конечно, никакой симпатии не вызывает идея. Но, может быть, он мне расскажет, в чем цинус, и я тогда скажу, ну, может быть, да, окей. Потому что я-то скорее левый по взглядам, но если мне объяснят, что можно соединить одно, другое и третье, и в России сделать невиданный микс идеологии, который принесет нам всем радость, то почему бы нет? Убедите меня, я открыт. Когда вы последний раз были в Донецке, и как там сейчас ситуация, как вы оцениваете, есть ли какая-то надежда на улучшение, на то, что В Донецке я договориться с Киевом? был неделю назад, но, собственно, я там живу, у меня там дом снят, и я там проживаю, и послезавтра я опять буду там. Ситуация меняется ежедневно. Никакой определенности, очевидности нет, что вот там просят все время какие-то прогнозы сделать. У меня прогноз один прогноз. Я его произношу с 2014 года, примерно с августа. Я говорю, что ДНР, ЛНР никогда уже не станут Украиной. Их не сольют. Вопрос только в том, насколько увеличится территория ДНР, ЛНР. Россия, безусловно, их признает рано или поздно. И вот последний где-то месяц идут в достаточно сжатом режиме постоянные новости, которые еще более убеждают меня в том, в чем я и так был убежден. Это признание паспортов так или иначе, это национализация, или там, внешнее управление 40 крупнейших предприятий, ну и прочие разнообразные события, когда, скажем, телевидение российское стало с территории ДНР вещать практически до Харькова огромное количество территорий украинских покрывая. Но есть много вещей, о которых, может быть, вслух не обязательно говорить, но в любом случае вот движение это происходит. Ну, даже вот люди, следящие за новостями, могут отметить, что сейчас и Плотницкий, и Захарченко были в Крыму уже второй раз, они участвовали в разнообразных мероприятиях, посвященных в том числе Преславской Раде, и уже вслух говорится, что вот Крым был первый, Донбасс будет второй, и вы должны понимать, как журналисты, что просто так такие вещи не происходят. Да? Если это происходит на госуровне, кто-то такие вещи произносит вслух, за них надо какую-то ответственность нести. Вот, а это происходит. А так, с точки зрения военной, ничего того, что хотелось бы, чтобы начало происходить, этого не происходит. Приказа о наступлении, как вы знаете, не поступает. Война продолжается практически в ежедневном режиме. Бывают дни, когда очень высокое число потерь, причем выше, чем там самые жесткие дни войны там, весны, лета 2014 года. Сейчас это, как правило, покрыто мраком. Никто об этом вслух не говорит, потому что Минские соглашения, ни украинская страна, ни донбасская страна не заинтересованы в том, чтобы об этом говорить. Бои происходят жесточайшие, просто вот жутчайшие происходят бои. И это, ну так или иначе, люди все равно про это знают, что вот уже 2 года война на линии соприкосновения не прекращается ни на день. Вот это, конечно, удручает. То, что, ну, хоть отчасти успокаивает, то, что, конечно же, за последние полтора года количество мирных жителей, которые пострадали от войны, оно, конечно, минимизировано. Что раньше счет шел на сотни и на тысячи, сейчас вот за последние полгода. Ужасно, конечно, но там 4 человека, по-моему, погибло, хотя при таком там массированных обстрелах, но это, как правило, конечно же, ну, случайно происходит. Пробивают из танка, и он летит, снаряд, и попадает потом в итоге в окно кому-нибудь. Но это крайне редко происходит. Еще один вопрос. Вы все равно, наверное, как писатель, обращаете внимание на человеческие истории? Я думаю, что все люди обращают внимание на человеческие истории. Не обязательно для этого писателем быть, можно парикмахером быть. Может быть, ополченец или местный житель, кто вас удивил, поразил, чем-то изменил? О ком бы вы хотели написать?
Слушайте, нет, вы не подумайте, что я лукавлю или какие-то, ничего нет у меня таких мыслей. Я не хожу с блокнотиком и не записываю какие-то истории. Тем более, я еще раз говорю, я офицер армии ДНР. Я этих историй слышу с утра просто до вечера. Я вижу сотни бойцов, которые находятся у меня в подчинении. Но это не может быть для меня каким-то открытием. Если я туда приехал, когда я туда приехал там, впервые в 2014 году, там были какие-то вещи, которые меня поражали, я запоминал. И я из той поры даже больше как-то помню. А сейчас это просто стало фоном моей жизни. Потому что с утра до вечера я вот внутри этого нахожусь. Потом как-то это начнет отслаиваться, укладываться в какие-то стопочки. Может быть, потом я буду из этого что-то извлекать. Но вообще я этими историями переполнен просто. Я столько про все про это знаю, и столько это через меня прошло, что мне сложно там что-то вычленить. Я само по себе просто вот это упрямство, упорство, мужество донецкого народа, оно, конечно, поразительно. Но 3 года вот жить так или иначе хорошо, там, если в центре города ты просто слышишь канонаду, но это тоже крайне неприятно, да, и дети уже пугаются. А если ты живешь на линии соприкосновения, то это просто жуть, просто у тебя над головой происходит ежедневно. А у колоссального количества людей родственники, отцы и сыновья, там, братья воюют, там, это же 26 тысяч человек служит в армии. Ну, соответственно, там, на 4 помножьте, это вот там количество родственников, там более 100-150 тысяч человек. То есть, ну, очень многих это коснулось, там, да. И, конечно же, я ими восхищен. Скажите, в какой момент вы приняли решение не просто помогать Донбассу, а взять в руки оружие? И как ваша семья на это реагировала? Семья нормально, потому что когда мы познакомились с женой, и у меня родился первый ребенок, я работал в ОМОНе, и у меня последняя командировка, собственно, в Дагестан во время Второй Чеченской была, когда у меня уже сыну было год. И вот жена выходила замуж так или иначе за военного человека, и когда пошел этот срок, практически 20 лет, ну, она, конечно, ей не очень это нравится, но я говорю, ну, ты же вышла замуж за военного, поэтому вот неси на себе этот крест. Нормально они относятся, ну, дети волнуются, там, плачут, там, иногда еще тут жена, ну, нормально, ничего такого вот сверх. Решение я принял практически сразу, просто там, ну, возможностей сразу не было. Я все-таки, ну, достаточно известный человек, давайте так мягко скажем, и вот летом 2014 года вдруг оказаться рядовым бойцом там в любом подразделении, возможности были, но мне не хотелось. Я знал, что у меня возможностей больше, и я хотел их использовать. И я тогда уже начал создавать свое подразделение. У нас уже где-то в сентябре был взвод в Луганской Народной Республике, потом я начал договариваться в Донецке, чтобы создавать свой батальон. Но это сразу вот не получилось, получалось вот достаточно сложно и медленно, вот, ну, в силу самых разных обстоятельств, не буду уж уточнять. И уже вот, когда в 2015 году я стал советником Захарченко, а в 2016 году вот, летом мы начали создавать батальон. Ну, то есть получилось, когда получилось. А так-то для меня никаких этих вот, если вы думаете, что как в фильме про Брюса Ли, что вот я ходил, а потом раз у меня там погиб товарищ, я закричал «No, no!» и там и побежал, да, и схватил. Нет, ничего этого не было, и никаких моральных для меня преград тоже не было. Я сразу был к этому готов, безусловно. Алексей, телекомпания РЕН-ТВ. Совсем некоторое время назад у вас гостем передачи был Николай Носков. Могу вы немножко рассказать о нем как о личности, о его творчестве и прокомментировать его нынешнее самочувствие? Ой, я сегодня очень напугался, потому что мне пришла весть о том, что вот Николай Носков попал в больницу. И я был очень огорчен, прямо скажем, потому что я с этим человеком не очень хорошо знаком. Мы общались с ним некоторое время до программы, во время программы и какое-то время после программы. Но этого краткого знакомства и краткого общения хватило мне для того, чтобы очароваться этим человеком. Во-первых, конечно же, с точки зрения музыкальной, творческой и культурной, это один из самых обескураживающих хороших концертов вот за всю двухлетнюю историю программы «Соль». Это звучит просто совершенно безупречно. Это человек с идеальными просто вокальными данными, настоящий артист, что называется, в самом таком мировом значении этого слова, а потом совершенно очаровательный человек. Такой с философским подходом к жизни, улыбчивый, добрый, без всех этих вот разнообразных там иногда встречающихся понтов. Ну, то есть, душа человека. И я как к нему проникся самым настоящим теплым человеческим чувством и желаю ему скорейшего выздоровления, потому что он просто молодец. И пусть бережет свое здоровье, оно нужно очень многим его слушателям. А в личной беседе он вам не жаловался на здоровье?
Нет, он отлично себя чувствовал, на что он не жаловался. Было бы странно, что если он приехал ко мне на программу «Соль», к человеку ему неизвестному, и стал бы жаловаться на здоровье. Нет, он прекрасно выступал, и все, мне казалось, что он просто полон сил, ну, для меня сегодня было это неожиданно узнать это известие. Нет, все у него было отлично, и я думаю, что и дальше будет все отлично, дай Бог ему всего самого лучшего. Спасибо. А где у нас иеромонах Закхей-то? А позовите. Интервью, ну тогда мы можем ему дождаться его. Буквально, наверное, один-два вопроса, если бы ссылки на его еще. Коллеги, кто готов задать вопросы, кого что интересует? Можно уже на другую тему с вами поговорить? Да на какую угодно, давайте. Вот, Сейчас еще один вопросик. Просто нашего гостя. Один вопросик еще. Один вопросик. Да вы пока с нами там посидите. Меня там отвлекли уже Да. с вестей. Последний вопрос. ага. Какие книги из классики, из современных писателей вы бы посоветовали обязательно для прочтения? Нет, обязательно никакой литературы нет для прочтения. Это, собственно, выбор каждого отдельно взятого человека, и он вообще решает, читать ему или не читать. Я знаю много хороших людей, которые мало читают. Там, вот бойцы в моем батальоне далеко не все читают, хотя я там создал специальную библиотечку. А у нас есть еще у нас есть такой боец Кубань, мы создали, он сделал сам комнату для молельню прямо в подразделении внизу, и вот я тоже ему помогаю. То есть это каждый человек сам выбирает, каким образом ему спасаться. Лучше спасаться сразу и тело, и дух, и интеллект, ну и так далее и тому подобное. Всем заниматься. И чадолюбие. Господь щедр, он представляет самые разные возможности. Но если человек хочет читать, то я хочу сказать следующее. Очень часто звучат такие фразы, что вот раньше были Толстой и Достоевский, а современников я читать не буду, потому что я хочу иметь дело с проверенными вещами. Люди так говорят, и они как-то в своих глазах немножко даже преображаются. Они как-то начинают себя больше уважать, потому что, что читать? Я же Муму читал там когда-то, я лучше перечитаю Муму. Они так говорят, хотя сами ничего не перечитывают, естественно, просто для самоуважения это повторяют. Но если бы они жили во времена Толстого и Достоевского, они бы говорили, я знаете, этих я не знаю, там какой-то с бородой сейчас, я люблю Фанвизина и Тредяковского, они проверенные просто вещи, и я буду их читать. И человек жил бы как дурак, не прочитав Толстого и Достоевского, и Чехова с Горьким, да, а просто Ломоносов хорошо, конечно, но какие-то вещи надо вовремя прочитать. Сегодня у нас есть замечательнейший писатель Алексей Иванов. Просто удивительной силой писатель. Михаил Тарковский, тоже замечательный писатель. Кстати, тот и другой живут, что называется, в провинции. Алексей Иванов жил в Перми, сейчас в Екатеринбурге, а Миша Тарковский вообще живет в поселке Бахта на Енисее, и там занимается своими деревенскими делами, строит, кстати, храм. Молодец, замечательный мужик, очень сильный литератор, просто удивительного мастерства. Есть у нас писатель Александр Терехов, есть писатель Евгений Водолазкин. 4 эти имени я назову, плюс-минус, наших современников, 50-летних. Михаил Тарковский, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Александр Терехов. Это современная классика. Это точно будут изучать наши дети в университетах и школах. Если это вовремя прочитать, то точно не обеднеете. Благодарю вас. А теперь для создания антуража мы посмотрим 2 маленьких ролика, минутных. Один о том, как наш гость Иеромонах Закхей ездили они с гуманитарной помощью на Донбасс, а другой о мужском монастыре, который начинает строиться у вас здесь. И я всячески с своими друзьями, с Иваном Охлобыстиным, с Гариком Сукачевым это поддерживаю. Кстати, в этом есть какой-то парадокс, какое-то правильное звучание в том, что все мы, и Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, и я, мы все занимаемся, с одной стороны, помощью Донбасса, а с другой стороны, разнообразные начинания, связанные с деятельностью РПЦ, мы тоже все поддерживаем. Я про Гарика знаю много таких историй, а Иван Охлобыстин, что-то ему вообще от этого никуда не отвертеться, он, по понятным причинам. Да, смотрим.
Спасибо. И сразу второй, да? В общем так, спасибо всем огромное. И вот я еще раз попрошу, прошу у всех своих коллег по журналистскому ремеслу, если вы будете что-то об этом писать и говорить, то скажите, что все желающие помочь людям Донбасса, вдовам, сиротам и старикам, то вот у меня есть два товарища, местные ижевские, Сергей и Станислав, F1 фонд. А те, кто желает помочь великому богоугодному делу создания монастыря, есть тут Ирванах Закхей. Вот это очень важно. Если вам не сложно, а вам не сложно, сделайте это, пожалуйста. Не надо санкций бояться. И, коллеги, если следите за нашими новостями, мы обязательно в ближайшее время разместим, как только вот всю работу предварительно по организации закончим, разместим информацию. У нас будет благотворительный показ полнометражного документального фильма «Лада Навигатор». Мы его покажем в кинотеатре, где еще как раз и презентуем проект по монастырю. Вот, мы его будем обсуждать в ближайшее время с Агентством институционного развития Удмуртской республики. Вот, и надеюсь, что весь ход и дневник, скажем так, этого проекта будет поддержан нашими СМИ и будет освещаться. Захар, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, все, кто зарегистрировался, всех ждем. Дурная европейская привычка, они два раза целуются. Проходим, если кого-то из ваших коллег произойдет замена, оставьте, пожалуйста, Юрий Жвакиной контакты, кто придет от вашей редакции на творческий. Что такое? Книжку принесли? Спасибо всем. А из вашей любимой какая книга? Обитель. Как вас зовут? Кристина. Ручки нет? Кому? Сергей. Москве, он сценарист, он снимает документальные фильмы. Я очень попросила вас узнать, есть ли такая возможность устроить командировку именно в Донбасс, чтобы он снял фильм о разрушенных храмах, о восстановлении разрушенных храмов. Ну, пусть мне напишет в Facebook. Да, хорошая идея. Почему бы нет? Можно, да? Ну, можно мне написать, а я посвящаюсь там с местными
начальниками и подумаем, как это лучше сделать. Потому что надо понять, что это за человек, с какой целью он туда приедет. Может быть, у него какие-то особенные цели. Хорошо, спасибо. Спасибо, пусть мне пишет, конечно. Кому? Спасибо. Что, вы на эфир? На эфир?